В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске начался очередной этап. Продолжается конкурс за право проведения работ по инвестпрограмме. Необходимо повторное опрыскивание. В правительстве обсуждают меры по борьбе с огневкой. Имени Таифа Ачба в Абхазии впервые учреждена государственная премия по детской литературе. В Министерстве экономики Абхазии продолжается работа по определению победителей за право проведения работ по восстановлению системы водоснабжения и водоотвода в районах Абхазии в рамках инвестиционной программы. Сегодня прошел второй этап конкурса. Самый главный для нас вопрос, для Министерства экономики – обеспечить полную прозрачность и доступность и честность, основанную на конкурсной основе. Поэтому ту задачу, которую поставил президент перед Министерством экономики, мы выполним. Сегодня у нас идет второй этап. По второму этапу у нас 20 объектов, тоже водоснабжение, канализация. Мы будем вскрывать публично конверты. Именно публично. И также публично будем, как и это было, на первом этапе, публично подсчитывать баллы. Абсолютно открыто. 13 марта завершается регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты в местные органы власти. О том, как организована работа Гудаутской районной избирательной комиссии, в нашей программе рассказал ее председатель Лаврент Губас. В районе более 50 человек уже мы приняли документы, и в ближайшее время, как только закончится 13 числа срок этого выдвижения, 14 числа у нас будет заседание районной избирательной комиссии, и там мы рассмотрим. И я думаю, что мы предварительно уже досмотрим документы, которые мы принимаем. В основном они соответствуют букву нашего закона. В этом году активность большая. Собрание и актив Сухумского района расценивают действия оппозиции как акцию по дестабилизации ситуации в республике. Об этом, в частности, говорится в распространенном заявлении собрания и актива района по поводу инициативы проведения в стране референдума о доверии президенту. Перед нами стоит много проблем, которые можно разрешить только в условиях стабильности и объединения различных политических сил. Поэтому призываем всех жителей района укреплять и сохранять единство, не допускать нарушения того позитивного равновесия в обществе, которое с таким трудом совместными усилиями было достигнуто за последний период, отмечается в частности в заявлении собрания и актива Сухумского района. О вопросах экологии. Вредоносная огневка после зимовки вновь начала пожирать самшитовые деревья в Абхазии. Еще в прошлом году с этими насекомыми боролись практически по всей стране. Пораженные деревья опрыскивали препаратом. Первые весенние дни показали, необходимо вновь проводить аналогичные работы, поскольку в прошлом году удалось уничтожить лишь часть популяции огневки. Вопросы, касающиеся организации работ по борьбе с вредоносными насекомыми, обсуждались на рабочем совещании, которое провел первый вице-премьер Шамиль Адзанба. Если не уничтожить огневку во второй сезон, то насекомое безвозвратно может погубить практически все насаждения самшитовых деревьев в Абхазии. Опускать руки и перестать бороться с насекомым, которое наносит непоправимый экологический ущерб, никто не собирается. Даже наоборот. Предпринимаются все возможные меры для решения этого вопроса. Об этом говорилось на совещании в правительстве. Впрочем, ситуацию в Абхазии еще можно назвать не безнадежной, несмотря на то, что ареал обитания огневки весьма внушителен. В соседнем Сочи самшит уничтожен полностью. Нам надо возобновить наши действия и продолжить на сегодняшний день, если говорить о реальных вещах, то, что у нас сегодня есть сегодня препараты, насколько я знаю, хотя бы на вот этот начальный этап, достаточное количество. Дополнение к той технике, к тракторам и
дельтаплану у нас появился еще вертолет. Первый вице-премьер в ходе совещания интересовался нынешней ситуацией в отдельных районах, конкретных населенных пунктах и территориях парков. По словам экологов, опасность уничтожения самшитовых деревьев существует практически на всей территории республики. Огневку обнаружили и в горной местности. Но самым неудобным для насекомых ареалом обитания являются ущелья. По словам специалистов, это связано с резкими перепадами температуры. И эти условия необходимо изучить и получить теоретические знания. Ведь именно такие условия в крайнем случае могут сохранить семена уникальных растений. То, что к работам по борьбе с вредителем необходимо приступить в ближайшее время, говорят все участники совещания. Но этому должны способствовать не только технические, но и погодные условия. Лед будет в любом случае попозже, скорее всего в апреле, судя по ходу температуры. Они отложат яйца, поэтому в любом случае нам нужно будет с имеющимися способами защищать насаждения, хотя бы те побеги, которые появятся в рощах. Что касается стратегии, она у нас остается той же. Нам нужно как можно дольше оттянуть этот период и защитить насаждения в тех местах, где они доступны для обработки. Что касается технической стороны вопроса, то в настоящее время Минсельхоз располагает тем количеством препарата, которое будет достаточно для обработки около 500-600 гектаров. Шамиль Адзенба отметил, что в настоящее время ведется работа по закупке необходимых химикатов в Европе, которые должны дать наилучший результат. Вместе с тем существует вопрос, каким способом производить опрыскивание. Дело в том, что с помощью спецтехники районных МТС сложно качественно обработать растения, поэтому в скором времени будет приобретена специальная машина. Участники совещания обсудили ряд других организационных вопросов, назначили и примерные сроки начала работ с 25 марта. Асида Малия, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. 11 марта одному из выдающихся абхазских поэтов Таифу Аджба исполнилось бы 77 лет. Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия учреждена государственная литературная премия имени Таифа Аджба за вклад в развитие детской и юношеской литературы. Она будет присуждаться прозаикам, драматургам и поэтам за произведения, написанные в течение последних 20 лет. Конкурс на соискание премии будет проводиться раз в 3 года. Участвовать в нем имеют право авторы детских и юношеских произведений. Премиальный фонд составит 150 тысяч рублей. Премия учреждена по инициативе Союза писателей Абхазии. Премия за вклад в развитие детской и юношеской литературы проводится в целях государственной поддержки как известных писателей, так и молодых начинающих поэтов и писателей. В течение нескольких месяцев была очень тщательно проработаны основные положения конкурса. Конкурс будет проходить раз в 3 года. Представляются опубликованные произведения на конкурс по основным 3 номинациям. Это драматургия, поэзия и проза. Создана комиссия, которая будет отбирать работы. В комиссию входят и молодые писатели, и учителя, деятели культуры. Председателем комиссии премии Таифа Аджба единогласно выбрали известного деятеля, доктора филологических наук Валентина Астамуровича Кугония. Сегодня в нашей программе передача, посвященная Таифу Аджба «Абрцкал». Это размышление о Таифе Аджба как о человеке, поэте и гражданине. В Сухуме прошел республиканский творческий конкурс среди школьников Абхазии «Проба пера», который ежегодно организует Министерство образования. Участие в мероприятии приняли команды из разных районов республики. О ходе и участниках конкурса в репортаже Сарьи Исмар. Конкурс «Проба пера» давно стал традиционным. Его участники с удовольствием создают команды, работают над темой, соревнуются со сверстниками из других школ. Как и каждый год, в мероприятии приняли участие сборные команды школ Тхуарчалского, Чемчирского, Гулрыбшского, Гудаутского, Гагарского районов и города Сухум. В этом году конкурс претерпел некоторые изменения. По словам министра образования Адгура Какоба, это должно больше привлечь внимание школьников и сделать конкурс более интересным. Конкурс делится на 4 этапа – публицистика, поэзия, иллюстрация и фотожурналистика. Мы выявляем талантливых детей,
Мы выявляем творческих детей. Дети с удовольствием идут в этот конкурс. И я думаю, что такие конкурсы и впредь надо проводить. В каждом конкурсе принимали участие по одному человеку из команды. Школьники должны были продемонстрировать все свое умение и талант. Например, учащаяся Гагарской первой школы Леонила Пабба решила написать картину по произведению Александра Пушкина. Как оказалось, девочка замечательно рисует. Она хоть и волнуется, но уверена, что справится с заданием. Первый раз принимаю участие в таком конкурсе. Конечно, как и у всех, первый раз у меня присутствует волнение. Ну и немного поддержки от моих товарищей. Школьники отлично справлялись и с заданием по фотожурналистике. Здесь они рассказывали о новых, еще совсем неизведанных и удивительных местах Абхазии. Их интересные рассказы сопровождались не менее интересными фотографиями. Конкурс по публицистике проходил в другой аудитории. Здесь ребятам на сочинение на свободную тему был дан час времени. 11-классник из Ширской средней школы Саид Абба в конкурсе «Проба пера» участвует впервые. «Легко ли быть молодым?» – так называется тема его сочинения. Пишу о жизни в школе, жизни за пределами школы, жизни в семье и о первом жизненном опыте. Писать довольно приятно и удобно. Подводя итоги конкурсов, члены жюри выразили единодушное мнение о том, что дети хорошо подготовлены. В публицистике первое место поделили между собой город Сухум и Сухумский район. В конкурсе по иллюстрациям призером стала первая Сухумская школа. По результатам жюри Очимчирский район и лицей-интернат заняли первое место в конкурсе по поэзии. И, наконец, лучшими в конкурсе по фотожурналистике стали представители Очимчирского района. Победители и призеры награждены грамотами и подарками. Сария Смыр, Тимур Кугой, Абхазское телевидение. Активно идет подготовка к предстоящему чемпионату мира по футболу среди непризнанных или частично признанных стран мира под эгидой КАНИФА. Члены комиссии по организации большого спортивного мероприятия обсудили программу подготовки и проведения чемпионата. Рабочую встречу провел премьер-министр Абхазии Артур Миквабия. На этой неделе весь православный мир отмечает Масленицу, праздник, объединяющий традиции язычества и христианства. Празднуют ее в течение 7 дней. После Масленицы язычники ожидали прихода весны. По православному же календарю после Масленичной недели наступает Великий пост. Для детей из русских семей, проживающих в Абхазии, необычную Масленицу провел Союз общественных объединений «Русское Содружество». Амра Амичба побывала на празднике. Ой, блины, 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 вы блиночки мои. Блины на Масленицу – неотъемлемая часть праздника. Круглые, румяные, со всевозможными начинками – любимое лакомство взрослых и детей. Когда приходит Масленица, мама пекет блины для всей семьи. Я люблю блины с икрой, с вареньем, с медом. От других дней Масленица отличается тем, что это проводы зимы. Во время Масленицы провожают зиму. И во время этого праздника люди едят блины. Масленица славится не только широкими столами с сытными блинами, но и массовыми народными гуляниями, песнями и танцами. Ее празднуют самые разные народы в самых разных странах, от Сибири до Испании. Празднуют в далекой Канаде и, как оказалось, даже в Абхазии. Люди забывают про стылые зимние вечера, радуются приходу весне и начинают пить вино, выпекать блины, наслаждаться солнцем и веселиться от души. А еще в Масленицу нужно обязательно 3 раза скатиться со снежной горки. Но в теплой Абхазии из-за отсутствия снега прокатиться на катере по волнам Черного моря вполне будет в духе Масленицы, посчитали организаторы. И для ребятишек Русское Содружество совместно со специалистами Государственной инспекции по маломерным судам осуществили небольшой 10-минутный выход в море. Мне на катере понравилось кататься. Понравилось кататься на катере, здорово, да? Детям тоже очень понравилось, дети в восторге. Каждый день Масленицы имеет свое название. К примеру, пятницу в народе нарекли «Тещины вечерки». В этот день зятя приглашали в свой дом тещу и угощали блинами. А суббота – это Заловкины посиделки. Союз общественных объединений «Русское Содружество» организовала Масленицу. Это такой языческий праздник,
Он интересен для нас. Это не новое у нас, ежегодно проводится. Участники Гальский район, Ачамчира, Гулип, Сухум. Воскресенье является апофеозом Масленицы и имеет название «Прощенное воскресенье». В этот день принято просить прощения у родных, близких и просто знакомых за те обиды, которые накопились. Ведь так важно услышать на свое «прости меня», простое и важное каждому. Бог простит. Амра Басаида Гухава, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в субботу в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь. В воскресенье погода прояснится. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем плюс 13-15 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.